Ура, вы молодцы! Спуски и подъемы по горам даются нелегко, поэтому туристы первым делом посетили курортный комплекс Армхи, где смогли познакомиться с ингушской национальной кухней. Автобус ждет туристов к 4 часам, откуда стартует сама экскурсия. Однако добраться до него не так-то просто. Кто посмелее спускается по канатной дороге, ну а остальные решают преодолеть путь более чем в 1000 ступенек. Просто это вызов. Нам сказали, что это самая знаменитая лестница, которая 1780 ступеней. Для нас впервые вверх сложно было бы подняться, а вниз, собственно говоря, посильно. Немножко ноги трясутся, слегка. Опытные туристы, а их более 20 человек, побывали в Грузии, Армении и других курортных зонах мира. Ну а на Кавказе признаются впервые. И свой тур решили начать с горной Ингушетии. Экскурсия еще не началась, но гости с жадностью стараются запечатлеть каждый миг пребывания здесь. Это храм Миоцели, то есть восхождение, о котором ежегодно в день солнцестояния 22 июня, о котором я вам рассказывала. Представляете, вот из подножия селения Баяни, это прямо напротив, видите домики, да, и чуть выше у нас башенный комплекс Баяни находится. Наслушавшись захватывающих рассказов экскурсовода, группа спешно усаживается в автобус. Обычно в таких поездках туристы хором поют любимые песни, но не в этот раз. Вид за окнами приковал все внимание. Вид потрясающий, красиво, где с одной стороны все зелено, а с другой стороны такие снега лежат. И когда горы заканчиваются, небо начинается, нет границ. Очень красиво. Первый пункт посещения – один из крупнейших средневековых башенных комплексов горной Ингушетии – Эгикал. Остановку сделали в точке, где открывается самый лучший обзор для туристов. Глаз не оторвать, делится Роза Некрасова. Гостья приехала на Кавказ со своей подругой. Это их первое путешествие по России. Вид, конечно, здесь у вас природа очень красивая, вид потрясающий. Мы очень довольны, что приехали. Надеюсь, если получится, наверное, приедем еще раз. Далее путь пролегал через Цейломский перевал к Джайрахскому ущелью. Уникальная средневековая архитектура тут же стала объектом всеобщего восхищения. Своими впечатлениями со съемочной группой поделилась Наталья Сергеева. Усталость в ногах совсем не чувствуется, а о том, что обед был уже очень давно, даже и не вспоминает. Погода шикарная, воздух прекрасный, компания прекрасная, прекрасный сервис. Все очень рады. На самом деле это очень приятно, потому что я думала, на самом деле, меня пугали, что там все страшно. Нельзя ни на миг отходить от своего друга или подруги. Мало ли что может случиться. Но на самом деле здесь все абсолютно дружелюбно. И мне безумно нравится. Туристы следуют за экскурсоводом из одной башни в другую. Чем дальше в горы, тем больше вопросов у наших гостей. Особенно их удивил тот факт, что башни, построенные сотни лет назад, все еще находятся в первозданном виде. Меня впечатляет просто природа колоссальная. Я не ожидал такого. Горы в снегу, это такие крепости, опять же, зеленые холмы. Ну, это что-то потрясающее. Я первый раз такое вижу. Я с удовольствием еще покатаюсь по Ингушетии и вообще по Кавказу. Данный проект запущен в нынешнем году. Можно сказать, это прототип проекта «Чайный экспресс» железнодорожного, но немного по датам сокращенный. Веками славившееся гостеприимством местное население не может быть недружелюбным. Туристы обещают посетить эти места еще много раз. Великолепие местного пейзажа не оставило равнодушным московских гостей. Многие предпочли бы остаться здесь навсегда, но, к сожалению, они проведут в нашей республике всего один день. Ну а далее отправятся в тур по соседним регионам. Марина Мутылиева, Рамзан Миржоев, Новости 24.